Прывітанне, сябры! З вами спадарыня Мар'янна і спадар Олег. Прывітанне. Зараз на дворе липень 25-го года. И мы сегодня запрашаем вас пройти с нами и поглядеть, мы вам покажем цудоўнае место у городе Вильнюсе. И несправедливо, может, нават не столько ему уваги уделяется и туристами, и нават самими жыхарамі города. Но оно было крыху подзабыто, а теперь оно обновляется. Да, обновлено было. Ну, не будем томить вас. Мы хотим показать вам, сами сходить. Олег там уже был, на ровері катався, крыху был, а я упершыню буду. И это называется... Парк Сапегов. Палац и парк Сапегов. Там даже комплекс. Это район Антаканис. И вот там такое чудовное место, где нават есть самое старое древо. Ну, головное не древо. Значит, мы хотим вам показать палац Сапегов, які там існує, існаваў, і што якія яшчэ будынкі там. І вакол быў вельмі вялікі парк. І што ад яго засталося, таксама паглядзім, пакажам вам. І далей крыху, ну, некалькі фактаў мы уже вам распавядзем. Але зараз, значит, дзе ён знаходзіцца? Трэба міма гары Гедыміна прайсці і выйсці на берег рекі Нярыс, так? Там вуліца... Тут Костюшка. Костюшкі вуліца, так? Мы зараз туды накіроўваемся. И как туды пройти, уже прям мимо, ну, до Нярыса, мы подойдем и пройдем по мосте. И вот чим он такі цікавый, гэты мост, мы про яго уже ходили и показывали вам, але зараз еще раз покажем. Что? Что мы на нем покажем? Да. Мы тут дойдем и покажем? Дойдем, покажем. Добре. И еще я не ведаю, ці бачна, что я сегодня уже в новом образе, крыху, так? Ось так, вирішила змінити образ. Експеримент по... Вельми пригожа. Пригожа? Тобі подобається? Дякую. Ну, поглядим, привыкнем и будем глядеть, якую краску фарбу для волос будем шукать далее. Наступным разом, да. Итак, идем спочатку на мост, а потом у комплекс туристичный, такий гістаричний, дворца і парка Сапегов. Вось гэты мост, а это река Вілія, якая ўжо пасля якога яна ўпадаць будзе у раку Нярыс. Да, я забыла сказать, что мы у гэтым парковым комплексе дворцовым збираемся иметь пикничок, отметить, так сказать, наше наведванне. Итак, мы зашли на мост. И что ты хочешь нам показать? Ну, вядомый белорусский дияч, один из основальников Талаки, Молодого фронта, Сержук Витушка, уже фактично слепым, водил по Вильне экскурсии, показывал места, связанные с белорусской историей. И вот одним из объектов его экскурсий был этот мост. Так. Он славутый тем, что его, да, это, глядите. Да, это Вилейка, малая да, речка, впадает в Нярис. Так, да, это я показала. И вот там поплыла байдарочка. И вот на этом мосте, и он сам уже не бачачи, мацал эти рельефы, а тут усталяваны герб погоня. Это ён рабіў, ці што? Не, за его был зроблен. Ён мацаў, ты казаў, дакранаўся, да? Ён дакранаўся. Ага, значит, тут на гэтым мосте погоня. Гэты мост был побудован где-то, я так думаю, что, ну вот эти решетки, видать, были зроблены еще в довоенный час, безвоенный, да, когда Вильня была польская, хутчэй за все. Ну, это мои здогадки, я можно, конечно, помиляться. Але тут явно, что это было некие не советские часы, потому что, ну, не мочим было, как эта погоня з'явилась так при советских. Вот. Але мост реконструировался
Зараз Соненька. Ён поширався где-то в 60-70-ті годы. Добре бачно по ягоним вот этим опорам. Они частково гранитные, частково бетонные. То есть он был поширенный и мацевали. И худшее все, вот эти решетки, они как бы заховались со старого моста. Так, вот так, то же самое, да. Тут есть замочки, да. І навіть з двох боків. Глядите, сябри, ось, з боку речки, ось вода, так само погоня. Ну, так коли ви прийдете сюди, докранитесь так само. Да. Давай, я докранусь. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ну, мне кажется, что это больше второе. Ага. Я коли тут был, вот, 2 месяца тому, Ага. то, видишь, пофарбована на новую, свежая фарба. А то было... свежая. Да, только была старая пофарбовали. такая, значит, черные такие были. Это нормально. А это ширая такая. Чугунный, да, такие добро отлитые. Ну, мост. ось. Вот эти гранитные опоры, это все свидетельность такой, ну, минимум 100-годовой старожитности. Добре. І так, сябри, сходячи з моста гэтага, ми і ступаємо на вулицю Это улица Антакельнес. Антакеліс. По-белорусски этот район назывался Антоколь. Антоколь. Вот. Он был ведомый несколько столетий. До речі, направо там тропка на Три Крижі гору, каб ви орієнтувалися, де Все гэта. холмы литовские Угу. славутые. А вот он починается Антоколес. Район. Это район такой Да, Вільні. И он лечился, у старожитной Вильни он лечился таким престижным. Будовались тут знать. Вот, у них тут были районки, сады, там, парки. Там Нярис, Слева там уже Нярис. Да, правильно. Набережна. У темнику вот этот князи, могутний род Сапегов тут набив землю, побудував палац, побудував парк розбили, всякі інші побудови. Єдиний зараз інші. Ну, ми йдемо туди, і це вже недалек, так? Так. Ну, добре, ідемо. Ми протягуємо йти по гэтай вулиці Антокольська, я так її буду по-свойськи. І глядите, справа, ми по правому боку йдемо, ми побачили, аж ось там починається, і там гучить піаніно. Мы почули такой какой-то джазовый пассаж на піаніні, хтось грає. І великий такий будинок з таким ось козырьком. И такая лестница, глядите, направо, налево, подниматься до этого будинку. Так ён глядится. Итак, и нам скажи, папуся, ну вот что на нем написано? Национальная Черлёнева Мену Макиклы, то есть это национальная школа имени Черлёниса, школа искусств имени Черлёниса. О, А бачите? Черлёнис это самый славутый литовский музыка и мастак. Живописец. Ну вот, глядите, да, музей Чурлёниса есть, улица Чурлёниса. Мы вам показывали колись на Росах могилу Чурлёниса, так? І зараз ми побачили, бачите, ось такое. Хто захоче, може прийти, поглядіти. А ми тримаємо наш путь далей. Мы звернули увагу, что еще в минулом году тут была старая плитка. Олег каже, да, ты был туда. Тут можно было ноги ходить, ломать. Такая старая, советских часов, такие маленькие плитки. Все там неровные могли быть. Может, из польских навіть часов. Але зараз, ось они за год переложили все дорожки новой плиткой, зробили вот такие газоны, значит, древи, все заховывают, стараются, робят такие газоны и засыпают такими опилками, вот такими. Осторожно, папуся едет, там хтось, папа. О, бачите. Лешка, правее бери. Окей. Вот и так звужается. И постоянно тут все огорожено этими заборчиками. И глядите, и все ремонтуется. 1888, бачишь? Вот этот будинок, да? В видатном стані заховався. Собі палац.
Ну і вам бачно, якое надвор'е сьогодні. Облаки, сонейка і не вельми спякотно. Віцерок у тіні прохолодненький, приємний, вельми приємний і не моцний. І не чекається дождю. Напереди вот відомий костел Петра і А Павла. напереди відомий костел Петра і Павла. Він знаходиться вже недалеко. Поглядим, что это за, еще раз. Вот оттуда люди выходят. Костел святых Петра и Павла. У нас что ли два святых, что ли? Да. И Петра, и Павла? Апостолы, да. Одного уже мало, надо двух, да? Да, сябры, тут это амбассада, да, какая-то там, да? Может, на тем боку. Это... мы когда-то въезжали в город, тут приезжали. А там, здається, Норвегия. Это Great Britain Да, Embassy. там Норвегия. Все, я помню тогда этот круг, мы проезжали, колись на автобусе, на такси, коли мы кудись откуда ехали. Здесь такой овал, такой круг, его треба обойти аккуратненько, там нерегулируемый переход. Вот глядите, сколько людей валить с этого До костюма. речі, здається, він не закривався і при Советах. При советах. Значит, а мы мусим, вы, коли захочете пройти у той комплекс Дворцова, парковий, мимо тады гэтага костёла треба, да? Да. Добро. Ось запоминайте дорогу. Идем мимо. Вот мы как бы идем уздолж стены такой этого вот костела по правому боку, а на тым боку злева так само як кисти такі пригожий будинок. Что это ты думаешь? Ну, я не ведаю. Не ведаешь, ну каким там стиле хотя бы там, что к чему? Ну, это какой-то барокко. Барокко. Роскошно, там все внутри. Да, там внутри, там такой вообще лепнина какая-то, там теснина, лепнина. Мы снова идем вздолж муров. А муры растут, и все растут, и растут. А песня глохне, глохне, глохне. А муры растут. Итак, сябры, мы вось пройшли уздоўж гэтай вуліцы. Тут такая пачалася каменная мур з такімі туямі. На супрацьным тым баку, что там? Ну, некий старожитный такие выглядит такого палацику. Ага. Дом. Ага. Еще. Ну, тут машины еще. Да, А и вот дальше глядите, начинаем. коли мы поворачиваемся на правый бок, такие древы начинаются, Великая и брама каменная. великая центральная или какая Это- брама. Это уваход в парк Сапега. Это уваход у комплекс гэтай дворцово-парковый комплекс Сапегаў. Такі парк Сапегаў і дварэц, палац Сапегаў. Глядзіце, якія дрэвы тут цудоўныя. І вось такая... Антакальня 17. Ага, это вот адрес. Антакальная 17. Ось такая брама тут. Пригожая. Шлагбаумчик, кто на машинках не проедет просто так. А пешу, коли ласка. Ура! Віншуем вас, сябры. Мы досягнули нашей меты. Показываю. Отсюда скульптуры. Зараз, сейчас покажу. Вот гэтая брама. Уже изнутри. Там что за скульптуры, папуся? Ну, какие-то богини. Богини. Одни на Волотинском, естественно, вверх, но вверх видно. Но вот одна женщина, как бы, человек с плодами
садов, Ага. родина, садовина. А гэта? Другая, я так бачу, Так само жанчына? Да, Я ж не бачу. та якраз жанчына, яна з колосями там, ну, в общем, это Ага. такие, как бы, богини плодородия. Ураджаю. А вот тут помник ахвярам Чорнобиля. Чорнобиль. Да, до якого білоруси приносять квітки 26 красовика. Да ты что? Так. Зараз підійдемо поближе. Ну, я так, як погляжу, як ми войшли. Ось є дорога прямая, так, папуся, по алеї. Вона веде якраз до палацу. До палацу, ми по їй пойдемо. Є направо вздовж этого, як ми прийшли з того боку, а є і наліво, но там уже і мур. Ось, ну, треба йти, звісно, по центральній алеї. Там засталися старі мури і огороджі. Вони спеціально покинуті, тут була кладка бачная. Ну, давайте поглядим, что за помник. А я не ведала, что на день Чернобыля, да? Так. Ой, тут есть дорожка, ё-моё. А мы пошли как по траве. Тут написано Чорнобиль. Сябры, тут ось, треба було ось так пройти. Ось, і по дорожке сюди, до помника. А мы по диагонали. Так, и что тут за помник такие? Глядите. Чорнобиль, Жанчина, да? Да, Чорнобиль. Ну вот по-литовски. Ой, не люблю, коли тень моя. Что зрозуміло, да, но Чорнобиль закладно бачно. Ось помник з польської стужки. Польская, А тут, да. от, коли я був, тут були помники, вінки з червоно-білими стужками. Ну, такая вот как бы женщина. И она как бы на коленочке, как бы, что она там руки узняла? Плачет? Плаче, в розпачі, да. Ага, у розпачі. Білі люди. Она нічого не тримає в руках? Не бачу. Ну ось, показала я вам. Нам треба зараз шукати. Мы пошли по центральной аллее и побачили такие книжные шкафы. Или как это? Шкафу. Как шкаф? Шафа. Шафа или шафа? Шафу побачили. Ось, глядите, там книжечки. А вот цікаво, можна? Да, ось, глядите, я открываю. И можно взять вот такие книжечки всякие. А вот классная книжка. Ну, Кауна архитектура. о, Вот. Каунас Помните, что архитектура. собор, на котором Да. светили всякие? Ага. А можно и іншую дверцу левую отчинить. Цікаво. Ну, мы сюда пришли. Можно, это у парк же идешь, взял книжечку, почитал, выходя, положил на место, да? Ну, его можно и с собой брать и почитать, только вернуть. Вернуть, да. Альбо свою навод принести. Свои принести, да. Да, и покинуть тут. Пройдя по центральной аллее, мы подходим до самого, что? Палацу. До самого палацу. Как говорится, to the palace itself. По-английски. Возвратное местоимение. Чтобы зайти до его, есть две брамы. Есть две брамы. Одна Так, там с улиц, а другая с парка. с улиц там? Да, ну вот. Они Ага. оригинальные, они заховались с этих часов. Но они поштукатуренные уже, Ну да? так, да. Они уже как бы подмалеванные. Вместе весь парк был огородженный, Ага. цегляные огороджи, вон его рештки вон там заховались, на специальных Угу. месте. Это уже, конечно, такая Огорода, металличная огороджа частная, да, а вот основа старая. Ну и вот эти старожитные липы,
какая-то пихта. Мы яшчэ тую не знайшлі, мы даведаемся і абавязкова вам Я пакажам одну сам. прикметил уже, что такую, видно, толстую. Лешка думае Да. на одну, ну от паглядзім. Я думаю, что она мусить быть обозначена, покуль мы не Вось знаем. так выглядае парк. І што мы заўважылі, пройдя по гэтай вот цэнтральнай алеі, там вот как бы і злева, і справа, што мы пабачылі такі драўляныя, аднапавярховыя, да? Они как бы не корпусы. деревянные, это Они не каменные драўляныя? корпусы, да, Не, это корпусы. корпусы І каменные. на них написано корпус там, нумары, да? Тут, Тут да. и мы, так как из былых часов, как бы мы меркуем, что это, как это сказать, Шпиталь. ну, это, лекарня, да? Тут, да, тут Там корпусы, люди корпусы лечатся, шпитальные. и нават пришли их наведывать можа. Ну, потом, может, ближе подойдем, покажем. Ну, давайте тады по приступочках. Ось, 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 ось. Мы с вами, папуся, ось, поднимаемся. А у них так само в их часы были гэтыя приступки? Ну нет, это А? конечно сучасные, але что-то такое вот прикольно. Як это ён? было. Во, сябры. Ось і Палац же был, палац реконструировался, Сапега. и вот А туристы про 24 яго года не его открыли. ведаюць. Он 20 годов реконструировался. Калі ён быў? 20 годов реконструировался. Только в минулом году его открыли. для Вось. наведников. У якім месяцы 24-го году? Это я докладно не памятаю. По-моему, красавіку, что Ну, ли? не важно. Вось, ён толькі быў, ну, практычна год таму. Адрамантаваны, Да, адноўлены. Гарадскі муніцыпалітэт вільнюскі вырашыў гэта вось. Хаця абяцалі до 2014 году, а адкрылі до 2024. Теперь культурная простора, так званая. Ну што нам вядома пра гэты палац Сапегаў? Ну что я запомнил? По-перше, про Сапегу. Так, да, хто Это такі Сапегі? старожитный литовско-белорусский род. Вот. По одних меркаваннях ён нібыта са Смаленщины взял початок, может, з других районов, но это звычайно докладно невядомо. Во всяком разе, Сапеги стали таким не просто вядомым родом, а одним из галоўных в литовской истории. Мы ведаем, вот, тут сучаснай Беларусі есть фонд Сапегу, да, то есть имя Сапегу вельмі вядомае в Беларусі таксама. Сапеги были канцлерамі, были там этими самыми гетманами. И вот, А князьями былі? князьями. Князь это их титул просто. Вот, а канцлер это премьер-министр литовского государства, литовской державы. Гетман это как бы галоўны по войсках, да. Яны были старостами регионов, як бы зараз сказали, губернаторами областей, да. Карацей, гэты род, ён непосредственно связаны с историей Литвы, княжества литовского. И в Беларуси у яго шмат таксама месцаў. Вот самый вядомый поместье это Ружанский палац. Вот, вельмі прыгожы, вельмі славуты, беларусаў там побывали. Вот. Правда, он побудован на месте замка, уже потом как палац, вот, але вельмі багаты, его от каралі наведвали. Ну, а тут, что тут цікаво, вот я запомнил, в 1633 году был канцлером литовской державы Лев Сапега. И тут, на этом месте, у него был драўляный палац. Подчас приему венецианского посла, этот Лев Сапега, может быть, пераел, перапил и помер. Вот такая история. Угу. А это был драўляны палац. Да. А уже в конце 17 стагоддзя, докладно, ну, есть разные лічбы, но варто запомнить, в 1691 году тут был побудован вот этот каменный великий палац. То есть Сапега тады, другі уже Сапега, был тем самым гетманом литовским, и он вот побудовал, что это велізарныя гроши. Это ж Казимир Ян Сапега. Казимир Сапега уже, да, другі Сапега, але ён нащадак побудовал гэты палац, каб зацвердзіць свою уладу, свою магутнасць, свою велич. По тых часах это был велізарнейшы будынак, вот, один из самых великих в Великом княстве Литовском. Его будовал нанятый итальянский архитектор.
Навіть два, мені здається. Там різні імена там називаються. Да. Он некілька разів перероблявся. І потім у тягом 17-го, 18-го стагоддя это было главная резиденция Сапегу. В истории застались такая история, что в 1700 году Сапеги удзельничали там таким междоусобицы поміж вельможами и шляхтой. Да, и этот палац был захоплен, кстати, противниками Сапегов, разрабовали. Это с Радзивиллами, не яны? Ну, нет. Междоусобицы были. История, ось. Яны спрачаліся, яны как бы заўсёды былі как у тыя часы, як род, які сапернічаў з радзівіламі, сапраўды. Іх некалькі радоў такіх было: Сапегі, Радзивиллы, Тышкевичи. Но это же Великое княжество Литовское и Речь Посполитая, навод, так? Не только это литовского, это уже как бы. отдельная держава, Речь Посполитая. Да, так. Ну и вот после того периода, дальше с 1700 года, идзе поступовый занепад роду Сапегов. Яны уже не займаюць таких моцных как бы посадаў у дзяржаве. Асабліва пасля восстання какого-то яны дзень. Да. И потым в конце 18 стагоддзя увогуле Великое княжество Литовское вошло в территорию, было как бы оккуповано русскими, да, и этот палац и парк был выкуплены русскими уладами у Сапегов за 40 тысяч рублёў. И тут яны спочатку наладили шпиталь, да, Это русские, да? Наполеон користался. Наполеон. Французские солдаты, офицеры, солдаты лечились в этом шпитале, да. Потом уже русские, коли вернулись, зладили тут кадетскую научельню. И он весь час, этот палац, то был, значит, частково шпиталем, то какой-то навучальной установой войсковой. Нават у конце 18 стагоддзя, в 19 стагоддзя тут побудовали вот эту башню, он можешь подойти, и она выглядит как водонапорная, на самом деле была какая-то радиолокационная. Но это было уже и коли. Да, это уже в конце 19 стагоддзя. Вот. В конце 19 стагоддзя была побудована радиолокационная такая вежа, якая, як люди лічаць, недрэнна упісалася ў гэты ансамбль. Мы потым, можа, крыху бліжэй. Мы абыдзем, да. Ну и все, а потом в советские часы, в межвоенные часы, да, при поляках, тут была зноў вучэльня войсковая, але еще и ранее, крыху скажу, что еще при Сапегах, ведь эта территория была куплена, великая территория, здесь был тут разбитый парк, а по флигелях этого парка стали будовать такие невеликие помешкания, невеликие будинки, у яких размещались так само шпитальные установы. Вот. И так с тех часов вот в этих вот будинках тут шпитали разные. Вот, и лечатся, люди лечатся, да, а парк заховался один из немногих парков, які разом з палацом, як по-моему, один і нават. Вот натуральный парк, да, такі. Як палаца-паркова простора. Вот так он да, заховався. Натуральная така. І, до речі, ён займав 8 гектарів у тыя часи, а зараз засталась тільки вот больш центральная частка, по якой мы пройшлися. До речі, по этой центральной частке, вот на этом посередине, там был фонтан. Тут вообще вот на 8 гектаров, я читала, было шмат. По-перше, были две речки, якія упадали ў нярыс невялікія, были шмат фонтанаў, было і прудзікаў таких в азёрах. Ну, зараз это все не захавалася, а захавалася, вось, ну, калі я зноў падайду до гэтай брамы, у якую мы вайшлі, ну, вось центральная частка. Да. Ну, мы бачим, что ремонт еще не закончен. Дальше я не сказал, что это позднее барокко. До речи, а что там внутри там было? Там величезные помешкания. Ну, мы поспробуем зайти туда, так? А покуль давайте звонку. Да, вот фасад. Нет, давайте пойдем еще туда. Фасад отремонтовали, а это еще протягиваются ремонты. Мы больше на одлеглости, потому что великое бачится на одлеглости, а не коли идешь
По велизарных окнах башни, які тут були. А вот, глядите, а с боковины еще не так заштукатурены, да? Як вот фасад там. Бачите, він більш натуральний такий. Глядите, які великі окна. Фарбовка бросалась еще. Все будет. Вот новые приступки зроблены уже сучасные. Это уже новые, да? Вот там сучасное мастацтво экспонируется, некие там Ага. творы мастацкие. Тут Ну, мы, выставка может, мы проходит. назад пройдем ближей. Ну, а вот здесь, глядите, вот она, эта это вежа. вежа. А некоторые думают, что это водозаборная, водокачка, Водонапорная. водонапорная. Вот. Але нет. Так. Ну, ты пробачь мне, Калилс, какое там сучасное что? Давай, а то мы сюда не Вот вернемся эти вот больше. Ломанки. А, ух ты, я и не бачу своим зроком. О, дайте-ка, Ни один тут не ходит, некоторые. гляньте. Вот что там за шклом. Какие-то... Это зроблено з древлянок, видишь? Там, казали, где-то волк еще есть. Этот парень. Тут я не бачу. Где-то я читала, что где-то там волк. Напереди собачка. А, это собачка, да? А Ага. это вот древо. Это древо, знойдена такая фактура древа. Оно А, это драуляные. Да. Ух Ну і по ты. чоловічкам зроблено. А ось у іншим. У іншим. Ну, звери это. А тигры? Ух ты, это что? Тигр без хвоста. Это лошадь или что? Лошадь, да. Но не такой, как бы паук. Павук. Ух ты. А ось там И еще... вот там человек с вудой. Нібито с вудой на какой-то собаке. Ну, это сучасное, да? Конечно, это все сучасное, но Это инсталляции тут такие. самое цікавое, что вот это сучасное мастацтво, оно знаходится в старожитном месте. Ага. Вот там кладка старожитная, какие-то Ага. своды. Ну, такое как бы... Оно как бы сочетается, Оно не сочетается и кажется... И как бы відповідає намек на... на то, что мастацтво вечно. Оно вот кожен раз має некий сучасний вигляд, але в сенсі великим оно вечно. Тому що люди десь час творять, нещо придумляють, ось, і спробують асоціювати своє життя, то, що вони бачать вокруг, у неких образах. Я все сказав. Мы заходим за угол, то есть не за угол, а да, на задний плян. Зараз идем с обратного боку палаца. И тут как бы что-то вот круглое, да, вежа такая, так само. То бок изнутри будет, ну что там, какой-нибудь алтарь. Оно как оборонное, вот это как бы... Ага, оборонное. Да, как будто бы такая микро беловежская это вежа. Бачиш? Ось так він виглядає. Ну, тут більш-менш акуратненько. Тут не поштукатурено, ну как, что сделано? Это отремонтовано, короче. Я лечу. З этого боку Только той бок не. З того боку, ну, виглядає. Той бок еще не, да. А вот гэтага, глядите. Вон там Вау. такая ниша зроблена, какой башни конструкции старые, старожитные камни, кам'яніті. До речі, да, от управна не з тим, що я бачу, коли я тут був 2 місяці тому, так уже тут лепш. Тут Глядите, вот и так и той бок будет выглядать. Они тут как-то лепнину как-то тут там навели. какое-то шкло. полировое там какие-то. Повставляли в эти великие окна и пофарбовали таким приемно бело, шереньким как-то так. Ой. Тут же можно А там робити. слуховые окна вон там на дахе. Хо. Да. Там что, жили эти, как это сказать, апартаменты. Сапеги сдавали на дахе свой палац проезжающим мимо туристам. Во, бачите, как пригоже. И вот мы вернулись, а вон брама. Мы обошли вокол. И тут есть крыльцо. И мы хотим поспробовать увойти. Бо дети какие-то тут бегали, вы бачили. Давай. Я так заходил. Мы поднялись по крыльцу, и тут есть объява. Ось, глядите, працує. День 11, 19.
литовцы римскими цифрами. У них понедельник это первый день, другий день, третий. Такой суббота шостый. И до 19 с 11. И неделя это сьомий. А в авторок это выходные. Вот ведаете, звичайно у понеділок, а тут у авторок. Ось мы поднялись по крыльцу. И тут такую дверь мы бачим. Давайте, пойдем. Это та, что мы бачили. Вот, сябры, на першым паверсе тут бесплатно ўсё, а на другім паверсе 9-10 евро каштуюць квіткі. І там такие сучасные инсталляции. Ну, зараз мы бачим, это как будто вот, ну, что это, скелет, ці что это? Кого, чего? Гипс. Дурят людей, дурят людей. И тут такая гуковая собака. Ну, вось, мы вот это то, что сдымали вам с улицы. Тут такие приступочки. Тут, а? Что это? А что это для чего это? Как душ примать? А, старую подлогу? А, и вот, бачите, эти цеглы, они с пальцами мастеров. Ну, гипсовые, а мы думали древляные. Ну, сябры, мы вам все это показали уже с... так можно насквозь проходить. Ага, тогда пройдем. Окей, глядите. Ну, вот они. А вот отсюль мы вам их показывали. Вон вежа это, радиолокационная. А вот это и собачка. А это эстонские, она сказала. Эстонские какие-то фигуры, майстры давала, пропоновала. О! Глядите. Ой, это, гляньте. Она может докрануться, гляди. Она может и те все заколышется, гляди. Ну что нет? Вот от их. Напевно, мусить. Тут, наверное, фотореле. А чому? І в чим прикол? Здрасте. Вот кожный раз он, мне кажется, все ниже и ниже, и сюда ниже. А это лошади, что ли, какие? Глядите. Это мордочки какие-то. Да, мордочки. Это олень. Вот, это вот что-то знакомое, напоминает. Какая-то кошка, ну типа... Ага. Леопард. О, гляньте. Леопард. Вот там львица. Там львица? Да, там вот рысь. Рысь. Ну, бачите, ось такие как бы головы. А может туди подойти? Не, послухай, а для чего вот эта педаль? А педаль? Это не педаль. Как не педаль? Не-не-не, это должно быть что-то прикольное. Они так не будут. О, видишь, уже ниже. Вот я, наверное, подошла сюда. Ну-ка. Тихо. Ну, мне так... Давайте поглядим. А, нет, да, одно и то же. Я, конечно... Старую тынковку показывают. Вот Старую она. что? Тынковка старая. Тынковка это что? Штукатурка. Нам по башке не даст? Мы встали. А, это штукатурка, что ли? Окей. Мне бы подобало чище
Вот, тут, наверное, как залежить, как эта тряпка, да? Как бы по-разному, да? И она может то докрануться, то не. Вот этим. Вот в этом и сенс, да? Ага. Ну, ясно. Ну, все. Ось така інсталяція. Сябри, вельми, можна сказати, креативна і цікава. Итак, мы зайшли уже далее по першому поверху, такой покой, ось такі балки тут, Олег звернув увагу, і тут есть некие малюнки. Малюнки, это вот из 11 старейших, Вот, глядите. старейших виявов этого палацу. Вот это, ось так він виглядав. І крильця-то не було ніякого, що ли, по якому ми зараз піднялися з вами. А вот это башня. Ага. Это радиолокационная. Глядите, как Это там все выглядает. была развалина. Не, она была развалина. Можем что-нибудь Сапега, да, ось тут идет фильмик А вот на тут мониторе. Родовод Сапегу. Вот. они все Сапеги. Давайте мы вам покажем. Ось яны. Тое, что ты казал, да? Ну, ось починается шатюль где-то. Это заканчивается. И наоборот заканчивается. Начинается, да. Ага, я как завсюду неправильно. Ну, Да, нет, так, подожди, тут какие-то короли наверху. наверное, что? Да, это, видать, низ. Як на Ну, него без глядеть? окуляров мне-то. Древо. Ладно, вот это докладно. Вось древо. Ну, от кого починається? Давай. Come on, baby. Хто там? А вось древо этих забегал, корони и пошло вверх. А у вас есть семейное древо? Намалюйте ось так. Кольки у вас галін атрымаецца і галіначек розных? Ну вот, это здымок с самолета, хоча за часов войны. Вот, мы бачим парк. Ось где мы находимся, так? Это вот в центральной аллее была, Ага. и тут хоча за все был фонтан. Ага. Вот мы зашли сюда, и вот сам палац. Ага, Вот ось тут мы палац. находимся. Да, вот тут это радиолокационная вышка. Ага. Да. Тут еще вот слева от боку, вот корпусы этих шпиталев. Ось они бачили. Так само такие низкие были. Вот, одна двухповерховая, а за ей Ще тут великий есть костел, называется Trinity. Да, тут Троицы. Это тут целый монастырь Троицкий какой-то тринитианцев. А где ты Нярис показывай? А Нярис он там. Нярис сюда не выходит. конечно. Добре. Ну, ось это брама, да? Это брама другая, это якую справа от нас. Вот палац Сапегов. Мы зараз в высоту вошли. Мы вошли. Про эту мы не выходили. Мы вошли ось тут. Ну, это фото, бачу, фото польский герб. То есть это, хочу за все, фото зроблено в міжвоєнний період, коли видно була польська. Тут вот это что? Тут як реставрується, да? Так, як ремонтується палац. До речі, у самім палацу ті часи сапегівські внутрі було і ліпніна, і фрески, і статуї, вони всі не заховались, і картини. Скульптури не заховалися, і зараз, кажуть, тільки частково там какая-то може бути. Можно побачить какую-нибудь, может, не знаю, ну не лепнину, а что там. Ну, тинковку мы только бачили старую. Мы бачим тинковку. Что это такое, я не пойму. Это уже сучасные какие-то инсталляции. Ну, глядите, я вам показываю это. Вот тут что-то огорожено. Вот погляди. Глядите, можно подойти. Старую тинковку заховався. А что это за звук? Это вентиляция. Вентиляция, І боже. ми бачимо, що тут було, колись весь покой был вот чорним пофарбований. То есть вот тут в этом покое нечто было такое, что вот были стены чорные. Баня была. Да, неведомо чому. Даже пахнет как-то, Щось как так, вуглем так, каким-то. включається. А тут, наверное, напевно, треба включати світло, ні?
Они случайно вот это место обозначают исключение для того, как ты чувствуешь вот такие углы для обозначения того, что тут был корень. Камин? Ну, напевно, да. Тут какие-то вот эти... Вот от его шло там наверх эти самые. Дым выходит. Старинный свет под старину. Ага. Но она ведет туди на веранду раней. А ось тут, вот, конечно, вот показано, что нельга, але ось тут, глядите, такой... Заховался вход в старые старые. То есть под этим домом некие великие подвалы. Это ось у першому покойчику. Да, еще раз огульный. Здесь был выход в великий покой там вот. Ну і ще раз такий огульний вигляд вам. Пройшли ще, йдемо на перший поверх, а от на другий поверх веде така велика лестниця. Але туди вже уваход платний. Ось, ми покуль просто по першому поверху обійдемо це помешкання. Такой тут покой. Так само некий гук гучить. І яшчэ ось сквозь гэты покой мы проходим. Это что? Это вот так само камин, да? Вот, бачите, ну ось тут явно вот они такими цеглами у подлозе показывают, что тут был вытяжка и как бы труба, да, и там запаливали свечки ему. О, это, наверное, подсветка такая, да, лямпы? Угу. Ну и тут уже, это уже как бы где там инсталляции были, то тут такая же, симметричная. Я ведаю, але кажу, что где фигуры усталяваныя, то такое же, только в этом крыле. Помешкання з іншого боку абсолютно такое же, и мы так думаем, тут ранее был прям выход на улицу. А зараз они шкляные двери такие сталевали и в окна. И атрымоўваецца, что тут это место для инсталляций сучасных. Але, як яны пишут, трэба подбирать инсталляции, каб яны адпавядалі вось как бы самому дворцу, а не так, что просто лишь бы что. Итак, яшчэ раз показываю вам гэты палац Сапегаў. Перед ним растет такой цікавый какой-то молодой дуб со светло-зелеными такими листьями. А мы уже вышли у іншую браму, якая вось не центральная, а іншая, так? Поудневая. Она выводит на такую какую-то вулочку, по якой же ездят тут машинки. Вот так. Мы побывали с вами у дворце, у палаце Сапегаў. А зараз мы зноў увойдем у парк и, ну, напэўна, вернемся на центральную аллею, так? И мы уже приблизно ведаем, як ісці. Мы пойдем и постараемся, паспрабуем знайсці гэтую ліпу. Гэтае дрэва 300-гадовая, самая старэйшая ліпа ў Вільні. Дерева вы мои, дерева, что вам головы гнуть, горевать, до беды, до поры, шумные ваши шатры, дерева, 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 до беды, до поры, шумные ваши шатры.